Пожалуйста, пройдите. Вагиз Камалетдинов. Персонально. Пожалуйста, пройдите сюда. Так, Василий Иванович, проверьте, все ли здесь. Праздник чувашского искусства продолжается. Мы только что на первом этаже Чувашской национальной библиотеки презентовали книгу Николая Ивановича Сулякова «Творящая красоту», да, Геннадий Николаевич? Прекрасная, творящая, прекрасная. И только что перед вами выступили молодые, талантливые артисты и артистки, которые как бы разогрели нас для очередной страницы знакомства с чувашским искусством, современным чувашским искусством. Итак, вашему вниманию сегодня представляется выставка группы художников, мастеров чувашского искусства из Союза чувашских художников. Эта выставка посвящена 80-летию со дня рождения заслуженного художника Чувашской Республики Анатолия Сидоровича Розова. Это выставка «Память о художнике». 60-летию заслуженного работника культуры Чувашской Республики Василия Ананьевича Кузьмина. Он здесь рядом. В основном здесь представлены живописные произведения, выполненные на родине Анатолия Сидоровича, в Цивильском районе, деревня Тарваша, Таушкасы и так далее. И здесь же, в рамках этой экспозиции, представлены скульптурные произведения, творения Василия Ананьевича Кузьмина. Василий Анатольевич, представьте, пожалуйста, всех участников выставки, а потом о вас немножечко поговорим. Спасибо. Дорогие гости, дорогие художники, наши и коллеги. В этом зале мы решили провести такую выставку совместно со скульптурой и живописной работой. Ведь живопись и скульптура, они очень сочетаются в залах искусства, в залах художественной галереи, музеев. И потому не первый раз такое происходит, когда выставки делают совместно скульптора и живописцы. Это так мы запланировали по нашему плану Союза чувашских художников в прошлом году. И сделать выездной премьер на родину нашего замечательного художника, монументалиста, театрального художника Анатолия Сидоровича Розова. Туда по приглашению местным гостями Цивильска, а также Таушкасинского сельского совета, мы поехали небольшим коллективом, где участвовали наши художники. Это Анна Брагина, стоит у нас. Вагиз Камалетдинов из Батырева, живописец хороший, живописец не первый раз участвует с нами. Также Коля Федотов, живописец, преподаватель в школе, проработал очень много лет. Также Анатолий Головинский, тоже преподаватель, живописец, много подрастающих поколений воспитал таких хороших художников. И тоже в прошлом году его не было, а в этом году он участвовал с нами, очень интересные работы сделал. Также рядом стоит Виталий Яковлев, не первый год участвует с нами на пленерах. В прошлом году он был в Канашском районе, на родине Витова, а позапрошлом году в
селе Янчи-Панарваши, проживал там вместе с другими художниками и работал, и писал на родине Моисея Спиридоновича Спиридонова. Еще у нас, который здесь не присутствует, это Лукьянов Николай. Он из Батырева, тоже интересный живописец, хороший живописец, так как вдалеке живет, не часто он приезжает на Чебоксары, но интересные, большие работы делает. Я вас всех приглашаю, чтобы посмотреть, поучаствовать на таких премьерах. Можете и в следующих годах, и которые живописцы есть. Конечно, живописцам очень интересная работа на таком свежем воздухе. Спасибо. Несколько слов об истории создания Союза чувашских художников. Союз был создан в 1993 году, и первая выставка, как выставка заявления о себе о новом творческом союзе, была посвящена памяти Анатолия Митова. Дело в том, что в 1992 году исполнилось бы 60 лет Митову, но он очень рано ушел из жизни. К сожалению, ни Союз художников, ни художественный музей юбилейную выставку, посвященную памяти этого мастера, не провели, даже планов не было. И вот вновь организованный Союз художников, чувашских художников, эту выставку посвятил памяти Митова. Выставка-декларация, программная выставка. Ради чего этот союз создан? И все участники сегодняшней выставки были в числе первых членов этого союза. Председатели менялись. Председателями был и Пупин, и Проскевичи. Еще подскажите мне, кроме вас еще кто был? Сидоров. Ясно. Ксенофонтов тоже бывали, Ксенофонтов, да. Матросов Юрий, правильно. Спасибо. Вот кстати, ровно 20-летний юбилей. Выставка, мне помнится, была организована как раз в эти месяцы, в ноябре-октябре, в залах Чувашского государственного художественного музея. И в течение 6 лет, то есть 2 таких выборных срока, возглавлял союз Василий Иванович Кузнин, который сегодня отмечает свое 60-летие. Я думаю, не будет ошибки, и члены этой выставки групповой меня простят, если я попрошу, чтобы все ваши выступления были посвящены прежде всего юбилею Василия Ананьевича, поздравительные слова и так далее. Василий Ананьевич закончил художественно-графический факультет. Да, надо сказать, что он родом из прекрасного села Янчи-Панарваши Янтиковского района. Оттуда вышли замечательные композиторы, замечательные художники, артисты и скульпторы. Вспомните Майраслова, скажем, он родом оттуда. Вспомните Моисея Спиридонова, Никиту Сверчкова, они родом. А вспомните народную актрису СССР Веру Кузьмину, она тоже родом из этого села. Ну, как-то вот Всевышним было помечено это село, чтобы талантливые люди приходили в чувашскую культуру из этой деревни. Василий Ананьевич закончил художественно-графический факультет нашего педагогического университета, работал в художественном фонде нашей республики в качестве помощника, а потом и в качестве автора своих собственных творческих работ. Преподавательской деятельностью он начал заниматься сразу же после окончания вуза в качестве учителя в Республике Татарстан. Несколько лет работал в Чувашском государственном университете
преподавателем скульптуры на факультете дизайна или на специальности дизайна, на кафедре дизайна. А с 2002 года, да, Василий Иванович трудится уже более 10 лет на художественном графическом факультете, преподает скульптуру и пластическую анатомию. Работая на нашем факультете, он стал заслуженным работником культуры Чувашской Республики и работает в должности доцента кафедры теории и истории искусств нашего педагогического университета. Василий Иванович участник многих художественных выставок. Да, еще надо отметить вот деятельности Союза художников очень важную страницу. По их инициативе проводится ежегодно в день города Чебоксары в августе ежегодно выставки под названием «Сауна Шубашкар». «Сауна Шубашкар». И отчетные выставки Союза чувашских художников тоже проводятся регулярно. Вот сегодняшнюю выставку мы тоже можем считать отчетной выставкой группы художников, участвовавших на пленэре. Вот здесь в первом ряду сидят два прекрасных художника, мастеров театрально-декорационного искусства. Совсем недавно, кстати, ваша выставка закрылась уже, да? Работает еще. В зале художественного музея работает выставка, посвященная очередному юбилею деятелей театрального искусства. И, конечно же, в этом празднике прежде всего художники заявили о себе, художники, работающие в области театрального искусства. И среди них нынешний председатель Союза чувашских художников Федоров Валентин Васильевич и, подсказывайте, Шведов Вадим Степанович. Что интересно, они оба родом из поселка Егресии, и там начали свои первые шаги вхождения в большое искусство. И это вхождение оказалось очень таким весомым. Они имеют почетное звание, и я надеюсь, в скором будущем и очередные почетные звания будут. Так же, как у вас, Василий Иванович. Вы не должны задерживаться на этом. Так, Багийский Валентинов тоже заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Но мне кажется, со временем вполне может претендовать на почетное звание заслуженного художника, поскольку он участник очень многих выставок и персональные выставки проводил в Москве и за рубежом, не только в на родине в Чувашии и в своем родном районе. Другие представители, вот, фактически вот, перед закрытием этой выставки здесь работала персональная выставка произведения Анатолия Николаевича Головинского. Вот он здесь сегодня сам присутствует. Выставка очень интересная была. Он единственный мастер в чувашском искусстве, работающий, как называется жанр, когда обращаются в анималистическом жанре, да. Когда-то были мастера, других поколений, которые пробовали свои силы, но Анатолий Головинский целенаправленно работает и довольно успешно работает в этом жанре. Интересные мастера все те, которые здесь представлены. И Анна Брагина, и Виталий Яковлев, тоже открывающий себя, развивающийся очень активно. И Николай Федотов. Так, вот спасибо за внимание. Василий Иванович, дальше давайте вы ведите. Спасибо. Наверное, перейти надо к тому периоду, к этому моменту поздравления Союза чувашских художников. Председателю. Слово предоставляется председателю правления Союза чувашских художников Федорову Валентину Васильевичу, а также нашим коллегам, то есть нашему Союзу чувашских художников. Добрый вечер всем, очень приятно видеть всех. На самом деле, хотелось бы еще добавить, у нас предстоит
выставка нашего союза, посвященная юбилею. Здесь, в этих стенах, так что, по-моему, практически вслед за этой выставкой. 19 числа, так что я тоже в дополнение решил это сказать. Но вместе с тем хочется, знаете, всей души, сердечно поздравить Василия Ананича. Во-первых, это действительно активный член нашего союза, плюс к этому он возглавлял его, под его руководством союз, можно сказать, расширялся и, в общем-то, креп. И то, что он бразды правления передал мне, то есть доверил, мне это очень приятно, я постараюсь нести ну, скажем, эту миссию и также развивать. Говорят, что 60 лет. 60 лет это, в общем-то, я смотрю на Василия Ивановича. Не выглядит 40, понимаете. Я думаю, что да, и это даже видно по его работам. Они очень разные. Я думаю, что, конечно, все уже посмотрели, искусствоведы, возможно, скажут, разные, они пластически разные. Человек в поиске находится, он молод своими работами, вот видно, что есть и реалистические, пластические такие работы, есть работы стилизованные, в них он ищет, может быть, что-то, скажем, первородное, то начало искусства творчества, то есть какие-то истоки чувашского, поиски чувашского тоже в них видны, в этих работах. То есть, как бы, у нас даже предполагалась такая выставка от реализма к этнофутуризму. То есть, понимаете, такая как бы связь, взгляд в будущее через прошлое, то есть связь прошлого в искусстве. То, над чем думал и работал Мельтов. Еще раз поздравляю Василий Иванович с юбилеем. Мы вот от нас, от нашего союза вам дарим цветы. Дальнейших лет творческой жизни, книги, мастера русской скульптуры. Прекрасные здесь есть иллюстрации, которые вам тоже помогут, наверное, вдохновят на новые работы. И творчество. Я тоже хочу поздравить Василия Ивановича с его праздником, с юбилеем. Он родился в такой красивой деревне, которая его подпитывает, энергетически дает село Ямшихов-Нарбаши. Очень красивая местность там. Его энергетически подпитывает эта земля, люди, труженики. Это видно в его работах. Особенно ему хороший, как бы, является примером его землячка Вера Кузьминична Кузьмина, которая 90 лет справляет послезавтра в драматическом театре. И по сравнению, ну, нельзя сравнить с ней, в творческой деятельности он пока младенец. Ему надо творить и работать. Я тоже поздравляю. Что хочу сказать, 60 лет человека открывается очень по эклиптике, 6 раз проходит его жизнь, по 12 лет каждый, и открываются врата 12, 6 раз, потому что время меряется 6 цифрами, 6 раз 12, значит, ты выходишь в эти врата, и у тебя должно все раскрыться. И поэтому сегодня тебе и знаку подарили вот розой выросла хвост. Есть такая тюльпаном трезубец расплавленная. Гвоздика стрела проявилась, розой выросла хвост, фиалки обозначился роза. Вот тебе фиалку следующий юбилей подарок. А сейчас пока у тебя идет поступ, и ты в этом, ты еще молод, тебе это все замечают,
И еще в творчестве не последний человек, так что будь таким, да, творчестве, а мудрость, это у тебя в 70 лет придет. Так что еще набирать тебе и набирать, здесь нет. Но для того, чтобы у тебя состоялось и в семье, и в творчестве, всегда нужны деньги. И ты сегодня обязательно должен вот этот вот виноград, он такой большой, я тоже редко видел. Это вот один такой большой гроздь. Виноград отображает деньги. Поэтому на столе вот этот виноград ты должен довести домой, поставить, чтобы у тебя дома у тебя был всегда полный день, то есть у тебя хватало денег и на творчество, и на жизнь, и на твоих близких. Вот они здесь находятся, они приехали. Так что вот что я хотел тебе сказать и пожелать здоровья, долгих лет. Serenaj, Brendile, Minerdincince tadanımaya kızık sunumlu yazdım. Tadanımaya jubilezim durmalı. Дорогой мой любимый брат, поздравляю тебя с юбилеем. Ну, для меня ты всегда остаешься молодым, так как я старше тебя, поэтому в 60 лет мне не кажется, что ты для меня всегда вот молодой парень, так скажем. Тут про творчество уже все говорили, и я уж не буду говорить после художников, потому что не то скажу, еще боюсь. Поздравляю, желаю тебе счастья, здоровья, благополучия. Детей ты уже вырастил, но на ноги еще не поставил. Надо вот молодых поставить детей, девочек на ноги. Любви, чтобы жена любила, дети уважали, чтобы согласие было, достаток в семье был всегда. И вот сейчас заслуженный работник сказали Чувашской республики, чтобы народного дали, да еще заслуженного России, чтобы ты все время повышался. Работы мы уже посмотрели, я всегда слежу за твоими работами, очень хорошие. В общем-то, «Серебряный век» называется выставка. Это серебряный выставочный зал, да? А не ваша выставка «Серебряный век»? Были выставки. Ну ладно тогда. А то про «Серебряный век» еще хотела сказать. Ну ладно, не буду говорить. Поздравляю тебя. Счастья, здоровья, любви еще раз. Так как я работаю в Чувашском педагогическом государственном университете, в художественно-графическом факультете, то с этого факультета пришли наши коллеги. Коллеги наши, это наши заведующие кафедры и лаборантки тоже наши. Искусство рисунка поднимается по ступеням. Сейчас подойдет. И свое поздравление выскажет. Вот молодцы все члены Союза художников, Союза Чувашских художников, которые вас поздравили. Спасибо вам, действительно, они обогатили праздник. Пока не спускается, могу я. Да, одну минуточку. Значит, здесь присутствует супруга Василия Ивановича и одна из дочерей. Одна дочь. Пожалуйста, пройдите сюда. Ваше поздравление любимому человеку. Василий Иванович. И самая хорошо платную коллегию наша Пунза. Сам искусство тоже я забавляю, наверное.
Тарасыл Шпасов надо Чаныве, Чанахта, поэтому художник сильнее, думаешь, не палатов шамбаба для Гунза. Художник Септинахта, прошу базастан, видел лайшин за везде. Мен сунашын, если хитрый я была день. Но майрах, сямбек, пурнышан, именно лайх я не дарца варагайчине. Шамбай мен сунар, художник сильнее был, санада, чтоб всяк шершинге, перед чуваш халкинге, тонышных булдар, лобка пурныш булдар. Варшавр малан булдар, халк сем туслунтер, чтобы художник семерен, живописцем, только хитрее была зине, любимый булдар терпилен, юганжу зем, нормазем, чапа юрзине, а скульптор всем хулана, может быть, хитрее, тогда, хотя тебе хитрее, а скульптура зем булдар хуларабирен. Междинесен, ты хулазем минула штана, шумашкар будет, все-таки уже бегал, потому что хитрее не ушла рамор. Наверное, молода, сам пулаз, скульптор заня, наверное, шоколадом. Междинесен, приедете с переносидудачными механичек Николаром, ваду заведем все на шалахта, наверное, чуваш халкин директор, скульптор зем. Вреднегенде бітсеурә скульптур зен жоқ, скульптур зен болмалақты зез қарымынкіне. Ем ұчық ясырақ тақаларымынды, біледім қа преподаватель зарплаты де бізігақ мармылмар, ашарақта, хотя бы шаңген бұлдыр халық, ғайын қамында ғылен ішлес бұларды менес бұлды, қамдай бір педагог болмар. Камо педагог сен, үрдеу зен яланық, әміребен халықын проблемі болған жынзен. Өзен шынелі сағаларақ ғайын проблемі бемдер, но майрақ өзен халықын шынна проблемі болған жынзен. Шамбар балалар да сан, май творческий опыт, май лайк и требовал, это мало опыт. Шамбик супер. Я буду краткой. Хочу от лица также студентов и как от дочери сказать, что пускай вам твое творчество дальше вдохновляет студентов и меня, мы тебя любим действительно. Спасибо самым близким людям. Супруга Василия Ивановича затронула тему. Благодаря приходу Василия Ивановича на художественно-графический факультет действительно преподавание этой дисциплины на новый уровень поднялось. Начали выполняться выпускные квалификационные работы по скульптуре. Они давно дремали, если сказать образно. Так что, Василий Иванович, вам спасибо. А сейчас группа представителей кафедры теории истории искусства и рисунка во главе с заведующим Юрием Алексеевичем Трофимовым, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры. Пожалуйста. Мы подошли, я извиняюсь за опоздание, потому что мы были у ректора, и он подписал такую грамоту. Я сейчас зачитаю. Награждается Кузьмин Василий Ананьевич, доцент кафедры теории истории искусства и рисунка, факультета художественного и музыкального образования. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в дело подготовки учительских кадров и в связи с 60-летием. Ректор имени Яковлева, 21 ноября 2012. К слову, ректор тоже родом из деревни Яншиков-на-Глаше. И от нашей кафедры, такие вот розы, ну и небольшой. Спасибо за внимание. Также к нам прибыл издалека, Канарского района, из родины Битова, Анатолий Бабанов. Кunda Туманзем Курдин, Гольский зрях Пашкурат. Это удовольствие. С праздником Курдин. В этом зале, в этом году пришлось организовать юбилейную персональную выставку
Я очень счастлив, что сотрудники и во главе Ларисы Скворцовой организовали такой наш праздник. Выставку прошла она летом, 50 работ, значит, ну, это я нигде не учился, я друг и товарищ Анатолия Ивановича Винтова. С 1 класса по 7 класс учились вместе, сидели за одной партой. Вот в этом зале в Национальной библиотеке каждый раз слышу Анатолий Иванович Винтов. Чебоксары говорят, правда, значит, Митов. Это неправда. Митов. Группа художников в этом году летом приехала в Тамуданово, чтобы писать картины размере села Анатолия Ивановича Винтова. А в это время я тоже закончил работу Бородинской битвы, то есть не Бородинская битва, а Отечественная война 812 года. А эту работу, значит, в библиотеке в Доме культуры Тамуданово группу новых художников и во главе Василия Ивановича и никак бы не называли. Приняли, что ли? Ну вот эта работа, я сегодня счастлив, что вот наш друг Василий Иванович справляет свой юбилей, 50-й юбилей, и где-то мне пришлось на память, здесь юбилея, здесь наш и надеемся на дальнейшее сотрудничество на нашей Тамудановской земле. Спасибо. А также для поздравления сюда пришли наши художники. Прошу вас. Несколько слов от нашей группы, той группы, которая работала летом в Цивильском районе. Вот. Ну, всего несколько слов. Я Василия Ивановича знаю достаточно давно. И, знаете, милейшей души человек. Вот таких людей, простых, в обращении, когда никогда не поднимет ни слова, всегда может легко и просто объяснить. Знаете, вот такие люди очень приятные на моем пути и вообще вот встречаются постоянно, и это очень хорошо. Вот. И я хочу сказать, вот от нашей группы, которая была летом работала, вот она начинала с утра, с рассвета, и до темноты постоянно работала. И Василий Иванович нас всегда поддерживал. В этом отношении он молодец. Ну, Василий Иванович, я знаю, как Василия, еще студентом. Очень хорошо мы друг друга знали, дружили. А дружба в студенческие годы, она часто так бывает, она уже навсегда. Поэтому мы дружим сейчас. Василий Иванович был действительно, когда студентом, замечательным товарищем, он таким и остался. В этом году нам посчастливилось вместе быть на пленэре. Мы действительно работали очень здорово, вот. Не теряя, не жалея, так сказать, живота, как говорится. Вот. Жили мы в Таушкасах, в гостинице, в уютной гостинице. И гитары были хорошие. В общем, все это организовал нам Василий Иванович. Спасибо, Василий Иванович. Долгих лет жизни творческой. И здесь я видел очень замечательные такие работы у него. Вот, мне понравились. Я ему это уже высказал. В общем, долгих творческих лет тебе, Василий. Успех во всем. Василий Иванович, хочу поздравить с юбилеем, пожелать здоровья, творческих успехов и счастья и мира.
октября. Мы родились в один и тот же день, 21 ноября, уже тоже давно знаем, из камней, но еще мы плотнее поработали Яншикова на Варше. Там 20 кандидатов наук, 6 профессоров, оттуда, вы знаете, художник из Пеждон, Сверчков, еще Максимов, Вера Кузьмина. Вот, как я рассказал, я уже рассказал вам. Женя рассказала, такие одаренные люди, она, говорит, сама привезя туда, говорит, родниковой воды. Пришлось на бортике везти Жене вот самую воду. На самом деле место очень красивое, мы ездили туда и запечатлели это все. Вот с этой деревни Василий Анатольевич является очень прекрасной душой человек, обращается в уважительной обходительной форме. Совсем, наверное, никого словом и делом она не может иметь. Что-нибудь надо делать, он ко мне звонит, поедем вместе. Вот такое дело надо. Пошли в художественное училище там или куда-нибудь, какое-нибудь мероприятие. Вот твои вот 2 срока вот так ездили. 2 срока? 6 лет. 6 лет. Я желаю здоровья ему. Забыл сказать, всех работ, которые представлены здесь. Женские образы, мужские образы. Ну, вот это самое дома мне в душе так и хочется побить кого-то. Прям схвачено вот напротив нас стоит. Мне нравится эта работа. И другие образы тоже. Они в разных материалах сделаны. Повтора нет ни в одной работе. Желаю вам, Василий Анатольевич, здоровья, творческих успехов. Взаимно поздравляю Виталий, значит, тоже с днем рождения. Как он Также, как упомянул он, село Яршино-Наваши приехал мой друг детства из школьной скамьи тоже, а также, который окончил художественно-графический факультет здесь, который работает в области декоративно-прикладного искусства и в школе работал в деревенской школе. Это Валерий Анисимов. Такие комплименты, что мой юбилей. Пожалуйста, маленький презент. Что хочу сказать. С детства, по юности, да и когда я сам учился здесь, все преподаватели с 75 по 76 по 80 здесь преподаватели есть. Вот, спасибо. И что хочу сказать. Когда находишься с другом, он всегда чувствует его плечо. Всегда помогал. И в учебе, и по жизни, и в творческой работе. Так как тоже несколько занимаюсь, хотя и в деревне, конечно, но занимаюсь как раз рядом по той улице, где родились вот эти наши знаменитые творческие художники. Вот. И в прошлом году я создал памятник. Я уже забываю, памятник это в Шерчкасах, где они выросли по этой улице. Вот такой этот памятник. И по телевидению показывали было, что я хочу, к чему веду. В этом и в финансовом вопросе, и в критическом, а он критиковать очень может, да. Всегда он рядом и всегда помогает. Ну, я не попал, конечно, говорю. Так что спасибо, что ты есть. Спасибо. Каламалы занимай, да? Это с факультета, нашего же факультета, из отделения кафедры дизайна пришла Марина Борисовна. От имени кафедры дизайна, от своих коллег
От всех наших преподавателей хочу поздравлять с открытием выставки. Хочется пожелать мне творческих успехов и радовать нас своими работами. Работать со студентами, что очень для нас важно, потому что мы все делаем вместе. И творческие выставки, творческие показания педагога, преподавателя – это очень большое значимое дело для каждого студента и его дальнейшего роста. Дорогие гости, если есть у кого-то еще пожелания. Я от души вот посмотрела все, послушала в зале. От души вас поздравляю. И, вы знаете, хочется мне сказать, вот я читала, ученый один писал, что в правом полушарии у нас заложен у человека талант. Но его нужно сильно сотрясти, чтобы он заработал. И вот в 93-м году у вас только организовывал все это, да? Оказывается, у меня талант проснулся. И вот, чтобы вы знали, кто я такая, как все была я молодой, веселый, ловкой, озорной. Оглянуться не успел, как 77 годочков пролетел, так что вы у меня еще мальчик. Уже растерялся, чуть отвлеклась на мальчика, сразу уже... ну вот, раз забыл. Ну, в общем, пожила, уже я пожилая стала. Ну, так как я жила, всем так жить желаю. Старею, уж не прячется морщины, свет убавляется в глазах. А тут шпутинки, серебринки навечно запутались на вечных висках. Но только стариться не хочет. О старости и думать не велит. О чем все тревожится, хлопочет, пока еще стучит. Вот так бы и прожить мне беспокойно. Но если до черты своей дойду, чтобы это сердце все же молодое остановилось прямо на ходу. Здоровья, еще раз здоровья. И творческих успехов. Спасибо. Как раз идет Николай Иванович Садюков, который здесь выпустил книгу, и сегодня произошла презентация этой книги. Прошу ему слово. Я, во-первых, поздравляю юбиляра с 60-летием со дня рождения, творческих успехов, здоровья и так далее. Мы с ним уже, как бы, давно знакомы. Он земляк, родственник Спиридонова, Моисея Спиридоновича из Яншихова, Норваши. Вот их объединяет нас, как говорится, земля Янтиковская, которая дала великолепных художников, композиторов, музыкантов. Вот земля Янтиковская, она этим славится. Недавно отметили 90-летие со дня рождения народной артистки СССР Веры Кузьмичны Кузьминой. Она тоже из этого же села. Родственница Василия Ананьевича. Вот эта положительная аура, о которой я говорил вот на презентации своей книги, она присутствует в творчестве наших художников, в том числе и Василия Ананьевича. Я вас поздравляю еще раз. Молодец, так держать. И ваших коллег, живописцев, которые поработали очень хорошо на родине Анатолия Сидоровича Розова. Розов нам дорог, тем более у нас мастерские были рядом, мы много раз общались, обсуждали многие насущные вопросы изобразительного искусства. И хорошо, что Союз чувашских художников устроил такую интересную выставку. Память о художнике жива, чтобы мы помнили наших товарищей, наших художников, которые внесли свою лепту в развитие чувашского изобразительного искусства. Спасибо вам. Молодцы. Еще раз. Ему представляется слово. Конечно же, Василий Анатольевич, я поздравляю, рад стоять рядом с вами такой возвышенный день. Ты на высоте своего прозревания, как художник, как человек. И хотелось бы, конечно, тебе перед людьми сказать слова благодарности за твою
работу в нашем союзе, потому что не все, может быть, знают, когда мы создали впервые в России национальный союз, но мы оказались в каком-то презрении, что ли. Нас исключили из Союза художников России, мы восстанавливались через суд и так далее, и надо было иметь определенное мужество, поступать в этот союз, и тем более работать и долгие годы. Два срока Василий Анатольевич работал в союзе, приведя союз, какие-то нормы наших законов, налогов, выставочной деятельности, контакты с министерством, музеями и так далее. Это было хорошее время, и Василий Анатольевич это вел очень успешно. То есть мы, в конце концов, во многом благодаря его вписали в чувашское искусство. Мы стали активными участниками культурной жизни. Мы делаем, конечно, под его руководством бесчисленное просто количество выставок. Мы выставлялись в Казани, мы выставлялись в Шкадале, мы выставлялись много городов, много раз в Москве. И мы всегда большим удовольствием присоединялись к общенациональным праздникам. День города, День республики. И поверьте мне, для этого нужно большие усилия и какое-то хорошее психическое, физическое здоровье. Эти факторы мы все получили в лице Василия Анатольевича, самый успешный скульптор, авторитетный. По сегодняшнему дня мы как-то встречаемся там в советах по исполнению каких-то культурных памятников. Впрочем, он всегда говорит о деле и очень смело и прямо. То есть в этом отношении очень полезный человек и хороший художник. Я рад говорить эти слова, потому что это очень верно, я думаю. Спасибо. Виталий Петрович, сейчас, наверное, перейдем ко второму периоду, то есть этапу. Это всех приглашаем на празднование этого мероприятия в Фушерте. Просим всех туда сейчас. А кто не смог говорить слово, предоставляем слово там.